Здравствуйте, это третий выпуск Тимиров Лайф в новом формате. Коротко о сегодняшних темах. Семья, летающая на вип-джетах, оказалась непростой. Мы продолжаем расследование прошлой недели. Скрывают ли власти эпидемию ящера, что отвечали власти и что говорят фермеры? Почему наши права недействительны за рубежом и кто за это понесет ответственность? А теперь небольшое объявление. Как вы знаете, мы до конца придерживаемся журналистских принципов и за последние годы прошли через многие трудности. В целом у журналистов очень ограничены возможности, чтобы оставаться независимыми от власти. Помните, когда мы хотели собирать поддержку от зрителей через М-банк, власть сразу же закрыла наш номер в М-банке. Сейчас финансово поддержать нас можно только через сайт Patreon и только с карты иностранного банка, потому что и тут власть нашла способ перекрыть путь. В прошлом году нас признали экстремистской организацией. Власть приложила немало усилий, лишь бы уничтожить нас. Но, несмотря на это, мы продолжаем наше расследование и вносим большой вклад в установление законности в нашей стране. А теперь перейдем к рубрике «Расследование». На прошлой неделе, идя по следу одного удивительного видео, мы выяснили, что семья советника Садыра Джапарова за последние годы очень сильно разбогатела. После этого мы обратились к нашим зрителям, поступило много дополнительной информации. Вместе с вами мы, возможно, еще раскроем лицо большой коррупции, но, проверяя поступившие данные, мы были очень удивлены масштабом того, как близкий человек президента разбогател с тех пор, как Садыр Джапаров пришел к власти. Коротко напомню вам наше расследование прошлой недели. Все началось с этого видео. Ища, кто летал на частном самолете, мы вышли на советника Садыра Джапарова. Куандыков Джаныбек сам родом из Таласа, но его жена Кайрылбекова Медина Кайрылбековна, как выяснилось, односельчанка президента из села Кенцу Чубского района. С тех пор, как Садыр Джапаров пришел к власти, мы нашли миллионные таможенные платежи по ряду фирм, открытых на Кайрылбекову Медину, ее младших братьев и на нее саму. А Куандыков, как советник Садыра Джапарова по инвестициям, как можно видеть, сопровождал президента в ряде поездок и находился рядом с ним. Куандыков Джаныбек Абдывахитович, 1973 года рождения, по сведениям источников, был судим и отбывал срок. В некоторых новостях указывается как советник или помощник президента по вопросам инвестиций. 18 марта 2026 года стал директором общественного объединения «Международная спортивная федерация Ордо-Ойну». Помимо этого, соучредитель сельскохозяйственного кооператива «Джигер Манас» и ОСО «Асмади». Конец ноября 2023 года ГКМБ возбуждает уголовное дело по факту организации притона. 1 декабря арестовывают экс-акима Кочкорского района Байтрекова Курманбека. Его также называют владельцем рынка Аксу на Дордое. 23 декабря он скончался, находясь под следствием. Спустя полгода открывается компания «Кассиет Мун», а в 2025 году из распоряжения правительства мы узнаем, что Кассиет Мун стал владельцем части рынка Аксу. Причем тут советник президента, спросите вы? Дело в том, что единственным учредителем и директором ОСО Кассиет Нур является Абдывахитов Абдубакир Джаныбекович, родной сын Куандыкова Джаныбека Абдывахитовича. То есть мы видим очередную классическую схему так называемой кустуризации, когда после уголовных дел неожиданно люди, связанные с президентом, становятся конечными владельцами бизнеса. По итогам бизнес-форума подписано 11 документов на сумму 168 миллионов долларов. Бизнес-форум с участием Акылбека Джапарова. Среди 11 соглашений одно с компанией «Кыргыз-Эко-Экспорт» на 10 миллионов долларов. И при чем тут советник президента, скажете вы? Дело в том, что соучредителем компании «Кыргыз-Эко-Экспорт»
является второй сын Кубандыкова Джаныбека, Джаныбек Улу Абдызакир. То есть людей, приближенных к президенту, лоббируют на международном уровне. И это не единичный случай. Годом ранее такое же соглашение подписывается в Красноярске, также с участием тогдашнего премьер-министра Акылбека Джапарова. На двух сыновей записаны 8 компаний. Эти крупные компании работают в разных регионах и в разных сферах. Это и рынки, и заводы, и обменные пункты, и строительные компании, и логистические центры. Я же напомню, что расследование началось с 9-секундного видео из Инстаграм-аккаунта, поэтому вместе мы можем стоять на страже законности. Если вы заметите что-нибудь подозрительное, присылайте нам в сигнал или на нашу почту timirovlife@pm.me. В соцсетях гуляют такие посты. В них говорят об эпидемии ящера. Скот болен, в селах карантин, а власти все это скрывают. Мы решили проверить эти слухи. Девочки, не покупайте говядину. В селе скот болеет ящером. В новостях скрывают это, но в селах страшный ящер. Муж сегодня видел, как тонны мяса везли в Бишкек, и все говорят, что это пойдет теперь по кафе и забегаловкам. Люди забивают скот и продают его подешевле в кафе. Потому не покупайте ничего из говядины. Пока не пройдет ящер, ешьте курицу. Автор же этого поста пишет про симптомы, напоминающие симптомы ящера, про язвы во рту, на вымени и копытах, и сравнивает с ситуацией в России. Об этой опасности говорит и депутат Тавылды Муратбеков. Бүгінгі күнде айылдардан мал баққан біздің тұрғындарымыз қайырылып жатады. Малдарымыз яшурамен ауырып жатады. Шарп болып. Чөп жей албай қалды, жем жей албай қалды, кәдімгідей температурасы көтеріліп жатады дейді. Ыйлақчылар пайда болады дейді. Бұл біріншіден баяғы бізден тамақ аш қауіпсіздігіне, әкен диқандарымыздың, мал баққан жарандарымыздың баяғы негізгі бөлігі ошо мал қармашады. Қауіпсіздік. Екіншіден азыр Россияда дағы білесіз, кәдімгідей иллеттер жүріп жатады. Ошоның арқасында бізге де қорқыныш жаралады. Помимо Муратбекова проблему озвучили Бекешев и Самаков. К ним пачками приходят жалобы из регионов. Они прямо говорят, на районе Чуйской области фермеры в отчаянии. Басы бүгін 1000 сом болса, ертең 2000-ге көтеріледі. Шарп оорусу бойынша. Нарын районында, жана Атбаш районында өтө көп шарп оорусу катталып атат. Бул жерде Айыл чарба министрлиги билбейм, эмне себептен андай жок, эч жерде катталган жок деп атат, бирок мына жүздөгөн 200-300 деп күнүгө телефон чалып атышат, келип аткандары бар. Ушул шарпты азыр токтотуп бербесеңиздер, бул биздин азык-түлүк коопсуздугуна чоң сокку болот. Эртең бүгүн шарп ооруп атат деп элдин баары малын союп салып, эттин баасы бүгүн 1000 сом болсо, эртең 2000-ге көтөрүлөт. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, ушуга дагы бир жакшы көңүл буруп, элге так жооп бергидей кылып бир маалымат берип койсоңуздарчы. Мы же заглянули в отчеты Всемирной организации по охране здоровья животных за март 2026 года. Посмотрите на карту. Кыргызстан закрашен серым цветом. Это значит, что у нашей страны нет официального статуса свободной от ящера. К сожалению, прямого ответа из этих данных мы не получаем. Что говорят же наши власти? Тем временем в Минсельхозе эти заявления опровергают. По данным ведомства, массовых случаев заболевания не зарегистрировано. Иногда болеют отдельные животные со слабым иммунитетом, но их лечат ветеринарные службы. Государством закупаются вакцины и диагностические средства на инфекционные болезни. И есть, бывают люди, которые могут не привести корову на вакцинацию. Не привита, не выдается вот эта форма номер 1А. Он не может. Но на практике как фермер без сопроводительного документа на базаре продает, потому что там купля-продажа через посредников идет. Замдиректор ветслужбы уверяет, никакой эпидемии нет, мясо есть безопасно, но тут же признает отдельные случаи. Животные болеют, но по вине фермеров, которые не привели коров на прививку. А зараженное мясо может пройти контроль на рынке через посредников. Узага бир жума менен бүтөбүз да, Кудай кааласа. Отказ бергендерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз.
түшүндүрүп мындай эл менен деле мындай жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзсөң өздөрүнө деле пайда да болчу. Ошонун эсебинен кээ бирки баягындайлар болуп калат. Келип туруп эле шарпка малыңарды эмдейлик десек, алар деле түшүнбөй калат да. Мындай болсо мындай болот деп жакшы жагын түшүндүрсөң баары эле макул келет. В отдельном репортаже УТРК ветеринары проводят вакцинацию скота. О массовом заражении они высказываются отрицательно. Власти боятся слова «ящур». Для них признать эпидемию значит убить экспорт, в том числе по 10-миллионному контракту фирмы сына помощника президента. Поэтому они будут до последнего винить фермеров и говорить о слабом иммунитете животных. В свою очередь, анонимно от фермеров мы получаем сведения, что им приходится самим лечить скот. Укрывательство информации – это прежде всего преступление против нас, всех кыргызстанцев. Фермеры остаются один на один со своими проблемами, а потребители – в неведении. Защищается ли наше здоровье государством? Ну и на этой неделе нагрянула новость. Звучит она так. Несмотря на мировой рост цен на мясо в Кыргызстане подешевело. И еще один короткий факт-чек. На этой неделе остро встал вопрос, в других странах действительны ли или недействительны наши водительские права. Мы решили проверить. О том, что эта проблема взята не из головы, мы видим по многочисленным сообщениям в соцсетях. Анан жаңы права менен келип 95-ин алайын деп регистрага 95 жасаган жерге школага барса, бул паспорттун праваң деген бир кызыкта экен, подделный, эч кандай эмеге Женевский конвенциянын эмесине болбойт, жатпайт экен, бул мындай права подделка сыяктуу экен, болбойт деп код 95 бербей койбоду. Во главе всей этой обязательной смены водительских удостоверений стоит Каныбек Туманбаев. Именно он загнал людей в очереди, сделав обмен прав обязательным. Но соответствуют ли туманбаевские права международным стандартам? Давайте взглянем. Первое. Размеры. Туманбаев решил сделать их вертикальными. Удостоверение может изготавливаться из пластика или бумаги. Предпочтительно, чтобы размеры удостоверения из пластика составляли 54 на 86 мм. В конвенции же прописана горизонтальность, но есть слово «предпочтительно». Значит, это не самое главное. Но в конвенции есть обязательные условия. Это нумерация. В удостоверении в обязательном порядке указываются перечисленные ниже сведения. Эти сведения нумеруются следующим образом. Давайте взглянем. Согласно конвенции, первым, вторым и третьим идут фамилия, имя, отчество и дата рождения. А в туманбайских правах первым идет фотография, вторым подпись и только третьим фамилия. Мы видим, что ни одна из нумераций туманбаевских водительских удостоверений не соответствует обязательному требованию Венской конвенции. Соответственно, вердикт: туманбаевская реформа провалилась, и надо переделывать водительские права под международные стандарты. Эти права не будут действительны ни в одной стране мира. Итак, еще раз напоминаю, что вы можете нам написать в сигнале и по почте timirovlive@pm.me, а также поддержать нашу работу на сайте patreon.com. До новых встреч!